Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амшекушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В Народном собрании представили проект конституционной реформы, подготовленный парламентской рабочей группой. В Абхазии задержан гражданин Грузии, разыскиваемый за убийство в Российской Федерации. Какие карты работают в республике, гарантированно, с какими могут возникнуть проблемы. Актуальный репортаж программы. Проект конституционной реформы представили в парламенте. Рабочая группа под руководством Беслана Халваш, председателя комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, вела работу в течение нескольких месяцев. В составе группы трудились 27 человек – юристы, судьи всех уровней, члены общественной палаты и общественные деятели. Результаты работы станут основой для дальнейшего обсуждения и принятия решений, направленных на укрепление демократических институтов и повышение эффективности государственного управления в Абхазии. О необходимости внесения изменений в действующую Конституцию говорится давно, несколькими созывами. Очень много политиков до создания этой рабочей группы занималось разработкой своих предложений. Мы пригласили практически всех в рабочую группу для того, чтобы саккумулировать все те предложения, которые были до этого, и для того, чтобы выработать сбалансированный, устраивающий, согласованный со всеми политическими силами, со всеми профессиональным сообществом вариант внесения изменений в Конституцию. Мы сюда подготовили внесение изменений только в 4 главы, больше мы не успели. Хотел бы сейчас еще раз поблагодарить участников рабочей группы, имея свое видение внесения изменений, в то, что вы согласились, нашли согласие для того, чтобы выработать тот компромиссный вариант, который мы сегодня доложим моим коллегам, депутатам парламента. Расширенный репортаж с комитетского заседания смотрите в нашей программе после выпуска новостей. В ближайшее время монументальной комиссией будет принято окончательное решение по обустройству площади Сергея Багапша. Вопрос увековечения второго президента Абхазии Бадрагунба обсудил с супругой Сергея Васильевича Мариной Шония Багапш и дочерью Лией Багапш. Во встрече приняли участие вице-премьер Джансух Нанба и министр культуры Даур Ковы. Глава государства отметил, что руководство страны уделяет особое внимание сохранению памяти первого и второго президентов республики, посвятивших своей жизни созданию и развитию абхазского государства. Перечень ключевых объектов инфраструктуры, требующих защиты, а также как быстро оповестить население и правила поведения при возникновении опасности. Эти вопросы обсудили на совещании в администрации президента, которое прошло под председательством секретаря Совбеза Рауля Лолуа. Во встрече приняли участие вице-премьеры Джансух Нанба и Роберт Киут, министр по ЧС Лев Квициня, министр энергетики Батал Мушба. Шазина Ханагуа расскажет детали. 24 июля украинские беспилотные летательные аппараты ударно-боевого назначения нанесли вооруженное нападение на гражданские объекты города Сочи. При этом было нарушено воздушное пространство Абхазии. Президент поручил разработать комплекс мер для адекватного и своевременного реагирования на такие угрозы, а именно определить способы оповещения населения об опасности и выявить ключевые объекты инфраструктуры, требующие защиты. Секретарь Совбеза подчеркнул, что на данный момент таких угроз нет, однако подготовка ко всевозможным сценариям остается приоритетной задачей. Особое внимание уделяется информированию населения о правилах поведения при возникновении опасности, а также о способах оповещения, рассылки СМС, использования телеграм-каналов и других средств массовой информации. Мы должны разработать комплекс мер для того, чтобы, исходя из тех сил и средств, которые у нас есть, как мы можем на это влиять и каким образом мы можем реагировать.
Проведем с вами мы сегодня анализ этих угроз. Мы тоже проговорим, какие у нас могут быть средства защиты там, нашей нефтебазы, наших энергетических каких-то объектов, вот, какие силы и средства у нас сейчас есть. И в том числе, используя опыт наших российских коллег. В условиях текущей ситуации необходима тщательная подготовка и организация взаимодействия на всех уровнях, отметил министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квицыня. По его словам, есть контактные телефоны, доступные населению. Особое внимание уделяется налаживанию связи с главами районов и сел для оперативного реагирования в случае обнаружения угрозы. Министр подчеркнул, что люди должны быть готовы к любым ситуациям, поскольку опасность может возникнуть внезапно и в любом месте. Его могут обнаружить внезапно где угодно и без паники, чтобы они могли сообщить, и разработаем механизм, как они должны себя вести, где укрыться, как сообщить, то, что нельзя на улицу выходить и так далее, и так далее. Тут разные методы. Но все это надо разработать, все это надо объяснить, рассказать. Что касается правоохранительных органов, то сотрудники МВД ведут службу в круглосуточном режиме. По мнению вице-премьера Роберта Киот, можно использовать опыт российских коллег, где оповещение осуществляется через сотовых операторов. При этом важно обеспечить постоянный контакт сотовых операторов в режиме 24/7, чтобы в любой момент можно было оперативно передать информацию по всей территории. Откуда мы будем получать информацию о возможной угрозе, о беспилотном, так скажем, да, появлении беспилотников на нашей территории. Понятно, это одна сторона, это наши граждане, а вторая, это, наверное, более глобальный масштабный процесс, чтобы мы заблаговременно получали эту информацию. Я думаю, что в этом направлении, с учетом определенных возможностей наших российских коллег, необходимо будет с ними установить соответствующий контакт. И в случае возникновения таких ситуаций, чтобы все соответствующие службы наши были в курсе, и мы имели возможность всю эту цепь уже дальше запустить. Вице-премьер Джансух Нанба подчеркнул актуальность обсуждаемого вопроса, ссылаясь на недавние события, которые показали реальную угрозу безопасности на приграничных территориях. В части подготовки объектов электроснабжения здесь у нас тоже есть определенные мысли, определенные идеи, в том числе упомянутые вами нефтебазы тоже являются достаточно уязвимыми объектами, то есть там, где большое количество легко воспламеняющихся продуктов, безусловно, тоже надо какие-то меры предпринимать. Вот. Но мне кажется, вот как было предложено, сообща в рамках вот совместной работы на базе Совета Безопасности нам удастся в достаточно сжатые сроки предпринять те меры, которые обеспечат, так скажем, базовые превентивные условия по безопасности. В результате атаки украинских дронов 24 июля погибли 2 женщины, еще 11 человек получили ранения. Шазина Ханагу, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Гражданин Грузии Владимир Шулая, находящийся в розыске за совершение убийства в 2002 году на территории России, задержан сотрудниками службы госбезопасности Абхазии. Все подробности в материале пресс-службы СКБ. Сотрудниками Службы государственной безопасности Республики Абхазия при силовом сопровождении сотрудников Центра специального назначения Службы госбезопасности Республики Абхазия был задержан и доставлен в здание Службы госбезопасности гражданин Грузии Шулая Владимир Ливанович, 1978 года рождения, который находится в федеральном розыске за совершение убийства гражданина России на территории Российской Федерации в 2002 году. Служба госбезопасности, фамилия, имя, отчество. Что, забираем? Шулая находился на территории Абхазии незаконно, без каких-либо разрешительных документов. А также, по имеющимся оперативным данным, Шулая входил в состав преступной группировки, действующей на территории Грузии и России. Гражданин Шулая, скажите мне, подданным какого государства вы являетесь? Государственную границу где переходили? Что предъявляли? Я предъявлял паспорт и предъявлял еще это
Корочкова и Бургес. Вы являетесь сотрудником ИБургеса? По официальным данным, да, так и работает. А каким образом вы получили данный документ? Ну, это по знакомству министра. Данный документ вы использовали для того, чтобы пересекать государственную границу? Согласно соглашению между правоохранительными органами Абхазии и России, гражданин Грузии Шулая передан Российской Федерации по месту совершения преступления для проведения дальнейших оперативно-следственных мероприятий. Два несчастных случая произошли в минувшие выходные в горной местности республики. 26 июля в поселке Акармар от Курчавского района с высоты около 70 метров сорвался в обрыв турист из Москвы Николай Пронин. А 27 июля в селе Черниговка Гулрыбского района сорвался в обрыв и погиб подросток из Мурманска Тихон Котяшов. МЧС Абхазии призывает всех туристов, совершающих путешествия в горные районы страны, быть максимально внимательными, соблюдать правила безопасности во избежание ситуаций, способных привести к трагедии. С 1 августа женщинам, ставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, будет выплачиваться пособие в размере 3000 рублей. Кабмин внес соответствующие изменения в постановлении об утверждении размеров единовременных пособий, выплачиваемых за счет средств бюджета Фонда социального страхования и охраны труда. Пособие на погребение мертворожденного ребенка составит 17 тысяч рублей, пособие на погребение – 15 тысяч рублей. Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил проект соглашения с Абхазией о взаимном признании ученых степеней. Следует отметить, что работа над проектом велась Академией наук Абхазии более года в тесном сотрудничестве с российскими коллегами. Что предполагает данное соглашение и какие возможности открываются абхазским ученым, прокомментировал президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа. В этой области, в системе защиты диссертации, утверждения диссертации, выдачи дипломов, была проблема о взаимном признании дипломов между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. Эта проблема стояла очень давно, и мы занялись решением этого вопроса. Мы работали со своими коллегами Российской Федерации, это прежде всего Министерство науки и высшего образования, и с нашей стороны непосредственно этим вопросом занимался мой помощник по внешним связям, юрист, юрисконсульт в Академии наук, это Лана Цава, и наши коллеги, вице-президенты, и они довели этот документ до подписания. Что нам дает этот документ, подписание этого документа? Это дает новый уровень развития в области науки, защиты диссертаций кандидатских и докторских. Это поднимает, повышает наш уровень в рамках науки, развития науки в Абхазии. Этот документ очень весьма и весьма серьезный. Я считаю, что это новая страница в истории развития науки в Абхазии. Я благодарен российской стороне, нашим коллегам, благодарен специалистам, нашим коллегам здесь, в Абхазии, Академии наук, за то, что над документом они поработали очень серьезно, учли все моменты, связанные с процедурой защиты диссертации, утверждения и так далее, и так далее, и так далее. Это такой целый пакет документов, и нужно было сверить все противоречия, если они были, или согласия, и так далее, и так далее. Остается процедура подписания этого документа, с чем и поздравляю наше научное сообщество,
молодых людей, которым предстоит защита кандидатских и докторских диссертаций. Теперь уже без никаких процедур, значит, наш диплом кандидата наук и доктора наук соответствует дипломам, таким же дипломам Российской Федерации. Поэтому это, я считаю, что это достижение хорошее, это вот такой очередной шаг в развитии абхазо-российских отношений в области развития науки. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил президента Абхазии Бадру Гумба за организацию приема жителей области в республике. Многодетные мамы с детьми проводят каникулы в Гагарском районе, и мамы и дети довольны отдыхом, написал он в телеграм-канале. По приглашению президента Бадры Гумба семьи погибших в специальной военной операции из Белгородской и Курской областей приехали в Абхазию 18 июля. Их разместили в одном из пансионатов Сухума и в Пицунде. Для гостей была организована насыщенная экскурсионная программа. Они побывали в Рицинском национальном парке, Новофонской пещере, в Сухумском ботаническом саду. Один из первых вопросов, интересующих туристов при въезде в Абхазию: обслуживаются ли здесь российские карты. Многие сетуют на то, что по некоторым картам невозможно снять наличные или рассчитаться за покупку в магазине. Какие карты работают в республике гарантированно, а с какими могут возникнуть проблемы, узнавала Аэлита Арутюнян. В связи с уходом из России международных платежных систем MasterCard и Visa произошло изменение рынка платежных карт, что непосредственно отразилось и на Абхазии. На сегодняшний день в инфраструктуре национальной платежной системы АПРА 95% оборота международных карт приходится на платежную систему МИР, и лишь 5% карт приходится на Visa и MasterCard. Наша инфраструктура активно развивается, и в нашей инфраструктуре сейчас работает 4000 POS-терминалов, установленные в различных торговых точках на территории Республики Абхазия, и 200 банкоматов. По словам Адгура Аграба, растет доля безналичных платежей. Люди все чаще предпочитают рассчитываться картами. Мы наблюдаем активный рост безналичных платежей в Республике Абхазия. Это говорит о том, что те граждане Российской Федерации, туристы, которые приезжают в Абхазию, стали меньше пользоваться наличными средствами, больше пользуются безналичными средствами. Так, на сегодняшний день в среднем где-то 150 миллионов рублей – это дневной оборот, из которых где-то 135-140 миллионов рублей приходится на карты НСПК, а оставшиеся 30-45 приходится на долю Visa и MasterCard. Таким образом, доля карт Visa и MasterCard в нашей инфраструктуре снижается. Однако для граждан, держателей данных карт, сохранена возможность оплаты в торговых точках и магазинах, где это технически возможно. Однако наличные средства можно снять только в кассах банка. Тут важно понимать, что есть еще карты, которые российские банки выпускают для своих граждан, которые предназначены для работы исключительно на территории Российской Федерации. Поэтому, когда возникают какие-то проблемы, прежде всего гражданам, гостям нашей республики лучше обращаться в те банки, которые выпустили для них эти карты. Вот как я говорил ранее, так как инфраструктура уже не совсем целесообразно поддерживать, мы сохраняем возможность для наших граждан и для гостей, те, кто хотят снять наличные средства, они могут обратиться в кассу банка, и в кассе банка они непосредственно могут снять свои средства. А оплата на терминальных устройствах, в торговых точках, она полностью поддерживается для Visa и MasterCard. Но учитывая ситуацию с платежными системами в России, то, что они ушли, то данные карты, они, в принципе, могут в любой момент перестать обслуживаться, потому что технически там есть ряд сложностей непосредственно и в инфраструктуре российских банков для поддержания данных платежных систем. Гостям и гражданам, использующим международные карты, рекомендуется использовать карты МИР. Это гарантированное и стабильное обслуживание на территории Абхазии. Аэлита Арутюнян, Ахрамичба, Абхазское телевидение.
6 административных протоколов составлено сотрудниками МВД за незаконное содержание животных. Рейды прошли в Гагарском районе, проверяли парки, набережные и рынки курортной зоны. Подробнее в материале пресс-службы МВД. Во всех курортных зонах Гагарского района прошли рейдовые мероприятия, направленные на пресечение фактов незаконного оборота диких животных. Проверки проведены участковыми, уполномоченными и сотрудниками патрульно-постовой службы, милиции общественной безопасности УВД по Гагарскому району совместно с инспекторами Государственного комитета Республики Абхазия по экологии. В ходе проведенных мероприятий особое внимание уделялось местам массового скопления людей, таким как парки, набережные и рынки, где нередко встречаются случаи незаконного использования диких животных в развлекательных целях. Были проверены как стационарные объекты, так и передвижные точки, где могли осуществляться подобные нарушения. Сотрудники милиции и экологи действовали слаженно, используя свои полномочия для детального осмотра и сбора информации. За нарушение правил пользования животным миром, выразившихся в незаконном содержании экспозиции диких животных в отношении 6 граждан, составлены административные протоколы, которые направлены в Государственный комитет Республики Абхазия по экологии. Также в отношении 3 граждан Российской Федерации, занимающихся использованием диких животных в коммерческих целях, составлены административные материалы по факту нарушения режима проживания на территории Абхазии. Кроме того, с гражданами, чья деятельность связана с содержанием животных, были проведены разъяснительные беседы о недопустимости незаконного оборота диких животных и важности соблюдения природоохранных норм. Правоохранительные органы и экологическая инспекция подчеркивают, что подобные профилактические мероприятия будут проводиться на регулярной основе. Цель этих действий не только пресечение незаконной деятельности и предотвращение жестокого обращения с животными, но и формирование ответственного отношения граждан к дикой природе. Бадр Агунба встретился с директором Медийной футбольной лиги России Дмитрием Куртавом. Обсуждалась возможность участия абхазской команды в турнире Медийной футбольной лиги. Президент подчеркнул, что участие в подобных проектах способствует популяризации спорта среди молодежи и открывает перспективы для абхазских спортсменов. Тема, по которой мы сегодня встретились, считаю, что она очень актуальная, важная. Это связано с развитием спорта, это связано с возможностью наших спортсменов участвовать в турнирах, которые сегодня являются очень интересными и для молодежи, в том числе, в частности, если говорить о медиалиге. Да, вот сегодня мы знаем, какая заинтересованность молодых людей, какой отклик находит у молодежи этот турнир. И было бы интересно, безусловно, если бы наша абхазская команда принимала участие. Есть определенные ограничения, связанные с участием в профессиональных турнирах. Но я думаю, что нам надо делать небольшие шажки для достижения этой главной цели. Думаю, что в рамках тех предложений, которые мы сегодня услышим, сделаем правильные шаги для того, чтобы реализовать этот проект. Медийная футбольная лига в последнее время, даже так с первого дня своего существования, стала очень популярным и интересным продуктом для молодежи. Мы вообще считаем, что это, в принципе, спорт 21 века, спорт нынешней молодежи. И самое важное, знаете, тут не всегда про спортивную составляющую, что немаловажно, но мы видим здесь большую перспективу с точки зрения узнаваемости у молодого поколения как раз-таки Республики Абхазия, потому что большое количество людей смотрит, большое количество людей приходит на игры. Вы правильно отметили, что медиалига, она вообще вне структур футбола, вот, поэтому там участвуют команды из Казахстана, сейчас будет команда из Узбекистана, команда из разных других регионов России, вот, планируется и большое международное событие, надеюсь, мы его сможем реализовать. Также Николай Осипов, это президент Медийной футбольной лиги, передавал вам большой привет, и также он передает, что очень также заинтересован в том, чтобы команда из Абхазии приняла участие в Кубке лиги, это Кубок Медийной футбольной лиги. Ну и
принципе, команды зимней футбольной лиги уже были в Абхазии и не раз. Поэтому, я думаю, получится сделать хороший, классный праздник на протяжении всего промежутка того, когда будет проходить турнир. Представители нашей страны Руслан Амичба и Анастасия Матасян принимают участие во Всероссийском молодежном экофоруме «Арктика. Лед тронулся» в Ханты-Мансийске. Это волонтеры, которые помогали в работе по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Анапе. Форум объединит более 500 экологических волонтеров, экспертов и исследователей в возрасте от 14 до 35 лет. Они обсудят экологию, развитие туризма, научные и технологические перспективы, а также вопросы устойчивого развития Арктики. Абхазский государственный университет объявляет дополнительный прием документов от абитуриентов по последующим специальностям подготовки: математика, физика, биология, лесное хозяйство, фармация, русская филология, лингвистика, немецкий язык, переводы, переводоведение, начальное образование, дизайн костюма, изобразительное искусство, артист драмтеатра и кино, технические системы в агробизнесе, а также на заочное отделение по направлениям: история, начальное и дошкольное образование, агрономия, защита растений. Документы принимаются с 29 июля по 4 августа ежедневно с 10 до 14 часов. Администрация города Сухум провела капитальный ремонт дороги на улице Чукбар. Перед ремонтом здесь также были заменены водопроводные трубы, чтобы в дальнейшем исключить протечки и аварийные ситуации с водоснабжением. Общая протяженность основного полотна 850 метров, площадь работ составила 5150 квадратных метров. Работы были начаты 15 июля, сметная стоимость 19,5 миллионов рублей. Ремонт осуществили специалисты спецдорстроя. 31 июля в Сухуме откроется фестиваль Хибла Гирзмава приглашает. Помимо Хиблы Гирзмава на сцену выйдут пианист Денис Мацуев и баритон Игорь Головатенко, оркестр с дирижером Антоном Гришаниным. Откроет вечер народный артист России и Абхазии Евгений Князев. Открытие фестиваля можно будет посмотреть онлайн ВКонтакте. Фестиваль проводится при поддержке российского президентского фонда культурных инициатив. Второй концерт пройдет в Пицунском храме 2 августа, третий у подножия Бедийского собора 4 августа. 3 августа в Сочи, Сириусе, состоится очередное отборочное прослушивание знаменитого международного конкурса вокалистов-исполнителей итальянской оперы. К участию приглашаются женщины до 33 лет и мужчины до 35 лет включительно. Подача заявок до 2 августа. А сейчас прогноз погоды. По сообщению гидромедцентра, во вторник, 29 июля, в Абхазии ожидается утром небольшая облачность, днем преимущественно ясная, жаркая погода. Температура воздуха ночью плюс 22-27, днем плюс 32-37 градусов, температура морской воды плюс 28. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи в эфире.